Здравствуйте. В программе «Вести интервью» мы продолжаем знакомство с факультетами Чувашского государственного университета имени Ульянова. О научно-техническом развитии электроэнергетики и подготовке кадров для этой отрасли мы поговорим с деканом факультета энергетики и электротехники Владимиром Ковалевым и техническим директором научно-производственного предприятия «Экра» Владимиром Наумовым. Владимир Геннадьевич, Владимир Александрович, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Геннадьевич, наверное, вопрос сначала к вам, мой первый. Почему вот мы решили это интервью записать именно вот в этом месте, в этой лаборатории? В чем ее уникальность? Ну, наверное, у всех сейчас на слуху термин «цифровая экономика», «цифровые технологии», «цифровая энергетика». Это национальные программы. Они должны позволить нашему государству стать передовым. И, соответственно, системообразующая отрасль энергетика и предприятия, которые изготавливают оборудование для энергетики, это предприятия электротехники, должны готовить совершенно новое оборудование. Значит, вот поэтому мы здесь встретились в лаборатории под названием «Цифровая подстанция». Эта лаборатория создана в рамках нашего сотрудничества с инновационным предприятием, научно-производственным предприятием «Экра». Мы сформулировали на основе нашего опыта образовательные программы, то есть и продумали, как мы будем, так скажем, обучать студентов новым цифровым технологиям на основе вот этого всего оборудования, чтобы это было действительно полезно для всех. Если, скажем так, сравнить с другими, может быть, вузами страны, везде такие лаборатории есть? Мы очень хорошо представляем, какие лаборатории где есть, поскольку в подавляющем большинстве они основаны на нашем оборудовании. И я могу здесь сказать, что подобного класса лаборатория, возможно, есть только в МИИ. Остальные учебные учреждения или центры повышения квалификации существенно отстают. Но надо отметить то, что действительно вот тот опыт и траектория обучения у нас в университете совместно с предприятиями кластера, он уникален. В чем этот опыт заключается? В том, что, во-первых, на наше предприятие приходят школьники для профориентации и видят, как работает предприятие «Экра», другие предприятия кластера. И они понимают, какая профессия для них интересна. Во-вторых, проводят олимпиады кластер. Два предприятия, крупнейших предприятия, это электроаппаратный завод и «Экра», проводят специально олимпиаду вместе с университетом под названием «Надежда электротехника». Мы сюда пытаемся отобрать лучших ребят. И это очень важно. Почему? Потому что эти технологии на таком уровне могут освоить ребята с хорошими базовыми знаниями математики, физики, информатики в школах. Что у нас действительно нехватка кадров в отрасли? Она не только научная, но и высокоответственная отрасль. Поэтому квалифицированные кадры нужны все время. И поэтому мы стараемся, так скажем, участвовать в процессе воспитания этих кадров с самого начала. То есть для того, чтобы правильно провести студентов через образовательный процесс, для того, чтобы вот как раз вот научить их работать с современными технологиями, чтобы они уже к моменту окончания университета определились со своим направлением, могли продуктивно работать. То есть практически все студенты уже идут будем работать? Так говорить, лучшие студенты. Вот в магистратуре все наши студенты работают на предприятиях и учатся в вечернее время. Это сложно, но зато они понимают, что такое профессия инженера. Они понимают свое место именно в этом коллективе. Им не нужно будет потом адаптироваться. Если говорить о тех, кто заканчивает уже вуз, заканчивает ваш факультет, вот все идут работать по профессии потом? Те же самые 80, а может быть даже больше процентов работников Чувашэнерго – это наши выпускники. Ну и на предприятиях на наших, мало того, что наши выпускники создают эти предприятия, основывают эти предприятия. И там тоже такой же примерно процент наших инженеров. Владимир Геннадьевич, если говорить о том, вот сколько бюджетных мест вообще на факультете, то есть хватает их, не хватает вот именно для подготовки инженерных кадров? Ну, на 2020 год приема у нас по направлению электроэнергетика и электротехника 130 бюджетных мест. Это явно не хватает. Это в бакалавриат? Бакалавриат, да. Значит, и 28 мест в магистратуру. Это явно не хватает нашим предприятиям. О том, что такая диспропорция имеется, говорится на больших форумах
Недавно, вот где-то месяца 3 назад, об этом говорил президент нашей страны. И давайте увеличим число студентов в периферийных вузах. Владимир Александрович, насколько, скажем так, ваше предприятие, да, вот, как предприятие электротехнического кластера, устраивает выпускники? Часть образовательных программ сформирована с участием наших специалистов. Более того, более 20 человек на нашем предприятии, на НПП «Экро», преподают в университете. В том числе и я веду определенный курс для студентов. Ну, все это делается для того, чтобы дать правильную образовательную траекторию для студентов, и чтобы они уже выходили из университета как подготовленные специалисты и максимально представляли отрасль, в которой они будут работать, задачи, которые перед ними будут ставиться. И самое главное, что эти ребята, они востребованы на территории всей России. Вот центров, где готовятся релейщиков, центров, где столько докторов наук, кандидатов наук в этом направлении, очень мало. И самое главное, у нас преимущество какое? Все готовят эксплуатационщиков, а мы готовим разработчиков. А это сложнее. И это мы можем сделать только вот с помощью системы, интегрированной системы подготовки. Вот это самое главное. Ну, мое мнение, что, опять же, вся отрасль движется к тому, что, как правильно уже говорили, опять же, об этом, что специалист в области электроэнергетики и релейной защиты должен будет объединять в себе в том числе и знания в IT-технологиях, такие как работа с сетями, там, Ethernet, с другими технологиями. Возможно, да, в ближайшее время он должен будет представлять основные, скажем, какие-то требования по информационной безопасности, по обустройству, так скажем, кибербезопасного оборудования и обеспечения кибербезопасности всего объекта. То есть мы постепенно сдвигаемся к тому, что специалист в области электроэнергетики должен становиться и специалистом в области IT-технологий. То есть, я правильно понимаю, на факультете этому всему тоже учат, да? То есть затрагиваются эти все аспекты? В Чувашский государственный университет я поступил потому, что это самый большой университет республики, а на факультет энергетики и электротехники, потому что это один из самых старейших и самых опытных факультетов всего университета. На факультете имеются самые современные научные лаборатории с современной техникой. Также на территории университета имеется самый большой и самый современный дворец культуры всего ПФО. В моем случае, еще будучи студентом первого курса, я был трудоустроен на научно-производственное предприятие «Динамика», которое специализируется на выпуске устройств для проверки различного электротехнического оборудования. После чего я проработал некоторое время на предприятии «ВНИИР», а сейчас я трудоустроен на Чебоксарском электропаратном заводе в департаменте реализации проектов и занимаюсь реализацией проектов стоимостью до 100 миллионов рублей. В университет приходит получать знания. Возможности есть. Возможности в университете действительно уникальные. Ну и вот в предыдущие слова Владимира Александровича я хотел бы добавить, что действительно Чувашская республика – это центр. И Чебоксары, значит, иногда называют Релеград, центр технологий. И он очень важен для Российской Федерации. И вот здесь сотрудничество Чувашского госуниверситета, ЭКРО, других предприятий, они действительно реально решают национальную задачу. Поэтому, значит, если у ребят есть желание участвовать в больших крупных проектах, делать себя профессионалами, добро пожаловать. Хорошо, спасибо большое вам за беседу. И я желаю, чтобы на факультет действительно пришло как можно больше талантливых ребят, которые хотят учиться, ну и в последующем, чтобы на предприятиях электротехнического кластера тоже свои гении появились. Большое спасибо. Благодарим вас.